Всем огромный привет, всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня посмотрим важные события для вас, дорогие девы. С 4 по 10 октября 2021 года мы посмотрим основные события недели, сферу работы, финансов, отношений и подсказку. Напоминаю, это общий прогноз, а не индивидуальный, поэтому события могут не совсем резонировать с вашей ситуацией. Если резонируют, конечно же, ставьте лайки, буду ждать обратную связь в комментариях. Но прошу в любом случае не воспринимать все буквально, все-таки прогноз общий. Рассматривать будем на оракулах. Какие это оракулы, я оставлю информацию в инфобоксе. Так, ну что, давайте-ка посмотрим. Дорогие девы, с чем же связана эта ситуация будет у вас? Основное событие недели, работа, финансы и отношения с 4 по 10 октября. Основное событие недели, работа, финансы, отношения, подсказка и воспользуемся еще дополнительной колодой для уточнения информации. Основное событие недели, работа, финансы, отношения. Ну что, девы, давайте смотреть основное событие недели. Вполне возможно какая-то трансформация, какие-то изменения, вполне возможно положительного характера. Может быть, это даже прояснение какой-то ситуации, которая была для вас болезненна, которая не давала вам покоя, но которая может отойти в прошлое. Может быть, у вас были какие-то негодования по поводу вашей второй половинки, вашего партнера. Может быть, у вас были присутствовали какие-то обманные ситуации. Может быть, ситуация касалась какого-то любовного треугольника, может быть, будут перемены, может, такие вот болезненные, но перемены, которые прояснят и ситуацию. Может быть, перемены может, вам были какие-то кризисы у вас в жизни, да, может, ну, здесь непосредственно показывает, что все-таки, наверное, это касается больше отношений. И показывает по поводу каких-то тревог, вот либо по поводу тревоги кого-то, или по поводу тревоги за что-то. То есть вас будут обуревать какие-то тревоги именно по этим вопросам. Вас будет волновать вот непосредственно либо в личной сфере вопросы, либо если это какое-то партнерство, бизнес, то может быть тревоги по поводу того же бизнеса. Если вот, допустим, у вас бизнес на троих там или на двоих. То есть, ну вот будет прояснение какой-то ситуации. Давайте-ка посмотрим, что у нас в работе. В работе у нас будет, наверное, вам будет не хватать какого-то общения, наверное, вы будете скучать за чем-то. Вполне возможно, хотелось бы больше какой-то информации, хотелось бы больше какого-то общения, хотелось бы прояснения какой-то ситуации. И о ситуации вам или не договаривать будут, или умалчивать, или вы будете просто скучать за каким-то общением вот на работе, будто вам этого не хватает. Так. Возможно, какая-то вот грусть, печаль за какими-то
событиями, которые были у вас на работе, за какими-то, ну вот больше показывает все-таки общение, за какой-то информацией. Вот вам нужна, вам необходимо, вам не хватает этой информации, вполне возможно. Может быть, ситуация касаться каких-то переговоров, а у вас они не могут по каким-то причинам состояться. Возможно, могут быть какие-то сплетни на работе, и вас это расстраивает. Ну вот в плане работы вот такой вот, да. В плане денег. В плане денег вполне возможно, вы, наверное, ожидали каких-то перемен в плане финансов, да, то есть, может быть, какого-то повышения, и вы сомневаетесь по этому поводу, а будет ли оно, допустим, повышение зарплаты, или будет ли выплата зарплаты, или переведут ли мне деньги на карточку. Есть такая вот ситуация, что вас обуревают какие-то сомнения по этому поводу. Вполне возможно, это все происходит из-за того, что есть какие-то запутанные ситуации в деньгах. Может быть, что-то напутали в банке, может быть, что-то напутали в бухгалтерии. Ну, вот какие-то такие недоразумения могут быть в плане финансов. Стоит ли брать, допустим, кредиты, то навряд ли. Я бы не советовала, допустим, в этот период брать какие-то кредиты или одалживать кому-то деньги. Они вам и самим пригодятся. Вполне возможно, связано еще, деньги могут быть связаны с какими-то документами. Может быть, получение денег завязано на каких-то документах. Но с документами не все так хорошо и не все так позитивно, как хотелось бы, да. Какие-то есть путаницы в этих документах, слишком много информации. Так, в плане отношений. В плане отношений. Смотрите, для тех, кто хотел бы знакомства, то могут быть такие знакомства. Это вполне возможно. Вот, человека вы почувствуете, знаете, это, знаете, вы почувствуете, будто это ваш человек, вам с этим человеком будет комфортно и приятно находиться. То есть вы будете на одной, витать на одной энергии какой-то. Такое ощущение, будто вот вы с человеком на одной волне. Это благоприятное развитие отношений. Если вы в паре, это, допустим, вы на стадии ну, вот свиданий, да, то это благоприятное развитие отношений, то есть это появляются уже более глубокие чувства, более надежные. Это положительное развитие отношений. Для тех, кто, допустим, в семейной паре, да, то это говорит о том, что вы друг друга с человеком понимаете, у вас дома все слажено, у вас хорошие отношения как между мужем и женой, понимание, вы находите общий язык друг с другом, у вас все стабильно, все надежно, крепкая семья. Такую семью, ну вот если были в ссоре, то это пылкое примирение. Это прояснение ситуации, это прояснение отношений, это улаживание всех конфликтов, если какие-то были какие-то разочарования или конфликты на какой-то почве. Ну, это вот, да. Что нам еще говорит подсказка? Мы посылаем в ваш разум и сердце мощные волны любви, пробуждающие в вас любовь к самой жизни. Это пробуждение любви вызвано вашим твердым решением принять и углубить наметившиеся романтические отношения. Позвольте себе сполна насладиться этим замечательным чувством во всех его чудесных проявлениях. Карта Купидон. То есть это говорит карта о хороших отношениях как в семье,
так в паре, которая встречается, о развитии, о более глубоких чувствах, о примирениях и о новом знакомстве. Вот такой вот расклад для вас, дорогие девы. Всем спасибо за просмотр, всем счастья, хорошего настроения, всем пока-пока.